ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Как оцениваете игровой сезон в целом? Считаю, что сезон этот удался. Очень рады мы этому исходу, потому что очень долго шли к этому. Хотя бы взять последние 4 года, когда первые 2 года мы вообще занимали предпоследнее место. Спасибо руководству, болельщикам за то, что продолжали в нас верить и реабилитировались, я считаю, перед всеми сполна. В целом, после прошлого года все настроили себя, особенно игры с Саратовым, когда мы приехали после 1-4 домой, все были в поезде, когда мы ехали, мыслями были о том, что нужно по-любому, во что бы то ни было, вытаскивать этот результат. И поэтому вышли и выиграли 8-1. После этого уже вера в себя еще увеличилась. Дать ответ по поводу участия в Суперлиге нужно до 15 мая, но там ведь требуется совсем иной бюджет. Кто спонсоры, сколько денег нужно? 2,5 раза больше, чем мы сегодня тратим. Цифру могу назвать приблизительно. То есть для того, чтобы мы не занимали там последнее место в Суперлиге, надо бюджет в районе 60-70 миллионов. Больше разъездов. Те сборы, которые мы сегодня здесь проводим, это уже не того уровня сбора. То есть нам нужно подготовить. Участие в турнирах предсезон должно быть тоже другим. Да? То есть, соответственно, мотивация игроков должна быть другая. То есть, поэтому из этого всего складываются такие цифры. Вообще с какими компаниями ведутся переговоры? Хотя бы Ухтинскими? С городообразующими, ухтинскими компаниями. А сколько их, если не секрет? 3. И еще есть желающие. Планируются ли изменения в составе клуба? А в тренерском штабе? Мы не планируем приглашать тренерский состав, а другой. Если команда выигрывает всю высшую лигу, то, соответственно, получает как минимум шанс на то, чтобы участвовать в Суперлиге и там доказать свою состоятельность у нашего тренерского штаба должен. Что касается игроков, то, конечно, у нас наверняка не все смогут играть в высшей лиге, в Суперлиге, прошу прощения, да, как бы это ни было, так сказать, печально. Но, тем не менее, базовые, в смысле, базироваться будем на тех игроках, на которых мы сегодня имеем. То есть и усиления, если и будут, то будут такие точные. Команда, которая сейчас пробилась в Суперлигу, лишь по названию Ухтинская. Большинство ее игроков – это спортсмены из других городов. Планируются ли кардинальные изменения? Команду сделать именно из одних ухтинцев – это, конечно, сверхзадача, которую мы бы хотели ее видеть. Но на самом деле, это, повторюсь, в мире таких примеров на пальцах одной руки. Вообще в мире. В этом сезоне за клуб «Ухта» играл легионер, бразилец Бруно Перейра Гомес. Голкипер опытный, играет за команду Суперлиги «Газпром Югра». Привнес ли он что-то полезное для нашей команды? Первое, что он привнес на поле, в игре, это уверенность. Это уверенность просто большая. Мы начинали сезон очень плохо, с 2 вратарями просто неопытными. Я не говорю, что они плохие, они просто неопытные. Мы проигрывали игры, там была нервозность. Как только он встал в ворота, мы играли, по-моему, с Берку там первые игры. И игры показали, что мы первую 3-1 выиграли, вторую там вели в 4 или в 5 мячей и тоже спокойно довели до конца. Все, он просто принес уверенность. Все, это главное. Что сыграло решающую роль для победы финальной серии? Стремление победить или отсутствие ряда ключевых игроков у «Алмаз Алроса»? Прежде всего, в Ухте на игре многие присутствовали, смотрели, да, то есть игра была такая, можно сказать, не игрой назвать, а битвой. И мы преуспели больше. Получилось так, что сделали задел, гандикап в 2 мяча. Ну и, соответственно, уже там тяжело было судить. То есть там по факту они играли по счету. Да? Так же, как мы играли по счету после первой игры, проигранной в Саратове 4-1, или после первой проигранной 2-3 игре Сургуту. Футболисты у «Алмаза», там большинство ребят там и заслуженные мастера спорта, и мастера спорта международного класса. Поэтому я не думаю, что это сильно отразилось на их стремлении, желании, либо мастерстве. Конечно, да, эти люди, которые не смогли сыграть, они сильные футболисты, но все равно состав у них был полноценный. Они начинали в 2 четверки играть. То есть я думаю, что все-таки мы желание перебороли. Команда уходит в отпуск, когда он закончится и пройдут сборы. Если это будет высшая лига, то сборы начнутся, наверное, с начала августа. Если Суперлига, то команда уже 10-15 июля соберется, пройдет какой-то недельный, 10-дневный сбор здесь, втягивающий, и куда-то уедет уже. По России? По России, разумеется. А может, даже не по России, готовится. Если МФК «Ухта» примет участие в Суперлиге, то возможна встреча 2 команд Республики Коми. Соперник – Сыктывкарская новая генерация. Часть нашей команды когда-то выступала за столичный клуб. Будет ли какое-то личное желание кому-то что-то доказать?
Лукавить не буду, конечно, будет игра принципиально. То, что я наполовину, как сказали, сыктывкарец, наполовину уфтинец. Будет, конечно, будет. И я, конечно, не хочу ничего доказывать, что-то там кому-то. Просто будем играть, будем биться. То, что просто дерби республиканское и все. Зрители каждый матч видят, как сильно переживают за своих футболистов тренер Ухтинского клуба не только во время самих игр, но и до и после. Как долго могут длиться такие переживания? Такой человек, так у меня сложилось, так вот. Работаю над этим, пытаюсь как можно быстрее забыть, но, к сожалению, не всегда получается быстро забыть то, что происходит на площадке, особенно негативные моменты. Если хорошие где-то остаются, так их отталкиваешь. Негативные моменты очень долго переживаю, очень болезненно, скажем так. А сколько по времени на восстановление уходит? Трудно ответить. Я говорю, в каждом конкретном случае это происходит по-разному. Иногда бывает и недели не хватает, иногда и 2. В этом игровом сезоне Вадим Максимов обзавелся семьей, женился и стал отцом. Повлияло ли это как-то на футбол? Рождение ребенка сильно меняет вообще понимание жизни. А так как у меня еще ребенок родился в январе месяце, было много поводов и праздников, еще и при определенных обстоятельствах, которые тоже немножко встряхнули меня. Это все происходило. Поэтому хотелось бы сказать, что да, происходит определенное переосмысление, и вообще я более профессионально начал относиться к своей профессии, потому что это, опять же, не только хобби, это и зарабатывание денег, нужно кормить семью, нужно зарабатывать премиальные, нужно работать над собой. Поэтому нужно меньше удаляться